Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для тельцов. Посмотрим сферу отношений, работы, финансов на колоде Таро и на колоде Цыганский оракул. Посмотрим совет. Сначала уберем карты лишние и выкладываем. Сначала карта общие события, самые главные, самые важные для тельцов на эту неделю. Выпадает карта Старший аркан Верховная Жрица. Теперь две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу для тех, кто имеет работу, для тех, кто ищет, для тех, у кого свое дело. Финансы. И начнем с первой карты, которая у нас оказалась старшим арканом Верховная Жрица. Карта говорит о том, что неделя у тельцов будет очень важная. Скорее всего, придется принимать какое-то важное решение, причем выбор будет нелегкий, вот на грани добра и зла. И от этого, конечно, будет очень много зависеть. Вот как совет у этой карты выбор делать в сторону как бы благополучия для себя и других людей. Да? То есть, чтобы, может быть, здесь будет не такое легкое решение, но зато в будущем у вас все будет благополучно. Если вы поддадитесь на какой-то соблазн и сделаете так, чтобы вот сейчас, допустим, было хорошо, а в будущем как бы понадеетесь на то, что и так может как-то все выровняться. Карта говорит, что нет, обязательно будут последствия этого решения, поэтому лучше сложное решение, но зато в будущем все будет хорошо, благополучно. Также карта связана с владением информацией. Если, допустим, кто-то хотел учиться, замечательное время для того, чтобы начинать, или хорошее время для сдачи экзаменов, для получения какой-то важной информации, для решения важных вопросов, может быть, которые долгое время не решались. Здесь могут открыться какие-то тайны. То, что было от нас скрыто, да, может наконец-то проявляться. Либо наоборот, если мы хотим что-то утаить, скрыть от людей на какое-то время, да, тоже это здесь может получиться, если это действительно обосновано. Также карта говорит о том, что очень хорошее время для творчества, для занятия любимым делом, то есть будет все давать плоды, да, хорошие, будет нравиться, удовлетворение будет приносить. Также карта связана с домом, с родом, с мамой и так далее. То есть все, что вот касается вопросов домашних, вопросов, связанных вот с близкими людьми, да, тоже все будет важно, на первый план будет выходить. Ну и, конечно же, здесь очень удачны будут написание текстов, выступления различные. В общем, когда мы влияем словом, это будет очень удачно на этой неделе. Действительно, карта старшего аркана, значит, уже время пришло к какому-то событию совершиться. Вот из тех, которые я перечислила, да, для каждого свое будет. Посмотрим, что ждет тельцов в отношениях на этой неделе. Здесь у нас для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Для тех, кто в паре, выпадает карта Маг, старший аркан. И она говорит о том, что в ваших руках повлиять на ваши отношения. Вот как вы захотите, так и будет. Во-первых, здесь может быть начало чего-то. Да? Для кого-то это может быть начало семейной жизни, или это начало жизни вдвоем, или может быть какое-то дело вы совместное затеяли, да? И это для вас тоже начало. Это может быть как зачатие или как рождение ребенка, ну, у кого как, да, и здесь, если, допустим, вы хотите решить какие-то вопросы, которые у вас в паре были, ну, как бы созрели уже, да, вот прекрасное время на этой неделе. И самое главное, если вы правильно подберете слова, донесете их правильно, вас поймут,
Вы сможете повлиять на ситуацию, вы сможете решить любые вопросы. Также, если, допустим, были любые вопросы, которые касаются там, денег, взаимоотношений, поездок, в общем, какого-то близкого круга, тоже вот все вы можете решить на этой неделе, все возможности есть для вас. Вообще карта, которая говорит о том, что могут происходить какие-то события, вот, которые для вас, знаете, как, ну, допустим, совершается то, что, на ваш взгляд, было невозможным. Может быть большое удивление у вас по этому поводу. Если брать как предупреждение, эта карта говорит о том, что нужно считаться со своим партнером, нельзя удовлетворять только свои желания. То есть если, допустим, мы будем только о себе думать, то тогда будут проблемы. То есть это как предостережение. А в остальном вот здесь можно решить любой вопрос. Теперь для тех, кто ищет партнера, король Пентаклей выпадает карта. Замечательная возможность для того, чтобы встретить человека, который занимает либо высокий пост, либо который многого в жизни добился, либо человек, который обладает властью. В общем, действительно человек, которого вы сможете оценить и который сможет оценить вас. Человек, который действительно многое в своей жизни уже решил. Эта карта также говорит о том, что здесь нет каких-то передвижений, да, для того, чтобы вот встретить вам своего партнера. Не нужно куда-то бежать, не нужно куда-то идти. Возможно, даже эта встреча может произойти или на работе, или прямо дома, да, то есть как-то по пути это может произойти. Карта довольно-таки значительная. Это, конечно же, не для всех тельцов, то есть только для тех, кто уже сам дошел до уровня такого, когда он действительно стабильно себя чувствует в жизни, когда он умеет зарабатывать, у него есть все возможности, когда он ценит себя. То есть если вы уже такой человек, то вполне возможно точно такой же к вам и притянется на этой неделе. Теперь посмотрим работу для тельцов, для тех, кто по найму работает, для тех, кто ищет работу и у кого свое дело. Замечательные возможности для тех, кто работает по найму. Девятка Пентаклей говорит о том, что эта неделя даст вам возможность завершить какое-то важное дело, получить большую сумму, получить признание. В общем, вы здесь действительно на высоте. И, скорее всего, вы имеете так, как бы власть, да, в том, чтобы вот распоряжаться своим временем, своими деньгами. Вы можете диктовать свои условия. Вот эта карта, когда к вашему слову прислушиваются. И также карта говорит о том, что вот эти достижения, которые могут быть на этой неделе, они могут послужить дальнейшему росту, карьерному, финансовому и так далее. Может быть, даже личностному росту. Карта говорит о том, что вы можете приобрести покровителей, помощь. Вот гора тут у нас на карте изображена. Здесь у нас дерево, да, то есть это может быть символ как денег, так и прочного положения вот в том коллективе, в той деятельности, в которой вы находитесь. И вообще здесь как бы ценности, да, вот по этой карте, то есть вот то, что вы считаете важным, ценным, вот именно в вашей деятельности, оно на этой неделе может происходить. Для тех, кто ищет работу, выпадает пятерка кубков. Скорее всего, у вас здесь не будет успеха на этой неделе, но может быть даже не потому, что судьба вам не дает шанса, а скорее всего потому, что вы зациклились на том, что было раньше, либо вы хотите получить точно такую же работу, которая у вас была до этого. Либо вы сосредоточились на том, какое у вас сейчас там сложное положение. Либо зациклились на том образовании, на том опыте, который у вас уже есть, и не хотите повышать его. Пятерка – это всегда перемены. Пятерка – это всегда рост, обучение. Это всегда сложно. То есть не хотите, скорее всего, сложности, да, хотите, чтобы все оставалось так же, как и было.
Но в этом ошибка. То есть на самом деле у вас очень много возможностей. Смотрите, карта сиреневая, да, это будущее. То есть сиреневый цвет, он обозначает будущее. То есть мы от будущего отвернулись, смотрим в прошлое. И, конечно же, если мы не видим будущего, нет цели, нет желания туда стремиться, что у нас может быть здесь? То есть здесь вот карта советует пересмотреть свое поведение, пересмотреть свое настроение и попробовать искать себя в новой сфере, попробовать что-то, новый опыт какой-то, новое обучение для того, чтобы вам выйти на новый уровень. Вас специально жизнь поставила в такую ситуацию, потому что вы не хотите развиваться. Пятерка кубков – это карта, когда мы застряли в какой-то ситуации, не хотим двигаться, нам как бы хочется, чтобы все как было, осталось, да, но это невозможно. Жизнь движется вперед, и она создает нам ситуации в таком случае, да, если мы сами не хотим двигаться, которые нас заставляют расти. То есть, по сути, мы стараемся удержать то, что уже отжило, ушло, а нужно разворачиваться и как бы к будущему стремиться, к новому стремиться. Вот смотрите, здесь река, поток, да, нужно быть в потоке жизни. Жизнь течет, развивается, и нам нужно тоже. Нужно новые цели, планы ставить, и стабильность – это хорошо, но ваш опыт от вас и так никуда не денется. Вы добавляете что-то новое, идите дальше, ставьте новые цели, все будет хорошо. Как только вы повернетесь к новому, к будущему, у вас сразу начнет все получаться. Для тех, кто имеет свое дело, четверка кубков может говорить о том, что вы достигли каких-то очень хороших таких результатов и прямо сейчас наслаждаетесь тем, что у вас уже есть. Да? Возможно, вы почувствовали уверенность в своих силах, возможно, вы почувствовали, что вы как-то защищены финансово или своими талантами, способностями, опытом, что у вас есть друзья, товарищи, коллеги, которые вот вас поддерживают. Но это и хорошо, с одной стороны, то, что мы отдыхаем, да, можем как бы насладиться результатом. Но с другой стороны, могут быть какие-то предложения, которые мы можем в таком состоянии пропустить. То есть нужно сохранять и бдительность тоже. И расслабиться можно, то есть порадоваться за то, что мы уже достигли, да. И в то же время нужно помнить о том, что застаиваться нельзя, нужно развиваться. То есть нужно какое-то направление выбирать новое, брать то, что предлагает жизнь. И тогда действительно вот развитие обеспечено. Потому что, смотрите, тут четверка кубков, тут пятерка кубков. Если мы будем задерживаться в том, что мы уже достигли, мы придем вот к такому состоянию. Поэтому нужно хватать все, что идет в нашу жизнь. Посмотрим финансы. Финансы для тельцов. Выпадает паж мечей. Замечательная возможность для чего-то нового. Придет какая-то, может быть, новая информация, новые возможности, помощники какие-то будут. И новый, естественно, новый поток финансовый может для вас как бы сработать, да, то есть можете что-то новое начать благодаря какой-то новой информации, либо тому, чему вы научились, либо если привлечете людей, которые могут вам помогать, тоже у вас добавочно денег может быть. Вообще вот эта карта, которая говорит о том, что нужно расширять круг своих клиентов, связи, больше информации получать, учиться чему-то, какие-то навыки вот базовые нужно укреплять для того, чтобы больше денег было. Также карта говорит о том, что могут решаться какие-то вопросы, связанные с детьми, допустим, там много нужно денег потратить на этой неделе на обучение ребенка, да, или дополнительное какое-то образование, или то, что касается одежды, то, что касается, может быть, его развития в плане коммуникативных каких-то навыков, способностей, да, то есть, действительно, здесь все очень даже неплохо. Новое не нужно, самое главное, отрицать, да, не нужно не нужно держаться только за то, что уже есть, да, нужно думать о том, что нужно расти, в том числе и в финансах. И если какая-то новая информация будет приходить, нужно ей пользоваться. В общем, учиться и учиться нужно для того, чтобы больше денежек было.
Цыганский оракул даст нам совет на неделю. Выпадает карта «Священник». Карта говорит о том, ну как совет, а что нам нужно иногда уединение. То есть очень много здесь событий, очень много энергии мы тратим на дела. Какие-то у нас внутренние процессы очень много сил отнимают. Да? Нужно иногда уединяться, отдыхать. Если какие-то вопросы вот важные встают, да, нужно для этого побыть одному, для того, чтобы их решить как можно лучшим образом. Либо обратиться к людям, специалистам, которые в этом разбираются. Могут быть вопросы, связанные с какими-то прошлыми событиями, которые не дают нам как бы нормально жить, существовать. Это могут быть какие-то, может быть, обиды или какие-то наши проступки прошлые, которые вот забирают нашу энергию и не дают нам реализовываться в жизни. Да? То есть нужно как бы раз и навсегда для себя определить, что мы сделали не так, взять какие-то уроки и больше к этому не возвращаться, уже идти дальше. Также карта может быть связана с благотворительностью. Если кому-то нужна помощь, на этой неделе будет очень хорошо, если поможете. Может быть, и вам тоже будет нужна помощь, тогда нужно обращаться к тем людям, которые могут эту помощь оказать. И также карта говорит о том, что если у вас возникает желание как-то разобраться в себе, побыть одному, нужно обязательно это делать, то есть ограничивать свое общение и доводить обязательно до конца дела. И здесь также могут быть какие-то вопросы, связанные с обрядами, да, то есть как совет, если, допустим, вы в отношениях находитесь и как бы вас сомнения мучают, надо вам брак заключать или не надо. Вот карта говорит, что нужно, да, то есть, или, допустим, там ребенка крестить, карта говорит, что нужно. Обряды эти очень важны. Может быть, даже для себя сделать какой-то обряд там денежный, да, или там на привлечение удачи, или еще что-то. Это для нашего подсознания очень как бы действенное, да, информация. То есть мы действительно можем таким образом как-то менять свой внутренний настрой, действительно улучшать свою жизнь. Очень хорошая неделя для этого. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы все как можно лучше было в вашей жизни, чтобы решались все вопросы, чтобы была возможность для развития, для получения новой информации, чтобы вы себе не отказывали в развитии. Друзья, желаю всего доброго, до новых встреч!